Сегодня у нас вот в гостях и в Винском Улусе и данный момент, и мы пригласили кулинарный мир из Сахалинского ночлега Иннокентьеву Анну Прокопьевну. Она по профессии медсестра, в данный момент она работает в аптеке. И вот, Анна Прокопьевна, вот мне очень вас представили, и вы, оказывается, очень востребованы тем, что этот человек, Анна Прокопьевна, очень прекрасный кулинар. Его торты, его мясные, это мучные изделия по Сахалинскому ночлегу пользуются большим спросом. Ну, что вы сегодня хотели бы показать? Я бы сегодня хотела показать свою фирменную блюдо мясной пирог. В этом пироге входит фарш мясной 700 грамм около, лук репчатый, грибы и сыр. И Помидоры. Помидоры сверху. Да. С чего мы начнем? Сначала выберем лук, да? Пожалуйста. У меня теплая вода. Ну, здесь, наверное. Здесь, наверное. Да. Вот. Чтобы мясо было вкусным, надо в мясо добавить сначала воду. Холодную воду кипяченую, немножечко, чтобы мясо вкусное было. И не бойтесь, что я руками пользуюсь. Конечно. И вот... Надо передать пикантность этому блюду, чтобы соус хороший, надо воды налить. И вот, Анна Прокопьевна, вот я чувствую, фарш такой у тебя ароматный. Вы, наверное, это с луком пропустили. Да, с луком. Вот так. Вот. С луком, конечно, обязательно с луком. И туда добавили соль, обязательно. И перец. И, наверное, Делаем однородное масло. И вот когда вы вот порционный, вы пирог. Пирог на противне. Один противень. Тогда против, наверное, смазываем, да? Смазываем масло. Давай, давай сделаем это дело. И, наверное, я всегда вот это хочу с вами поделиться, да? Когда вот мясные вот пироги делают, не обязательно, чтобы тут только было масло, я иногда туда добавляю воды. Что тогда он не горит и передает слегка такой сочный вид фаршу, не высушивает. Вот. Ну вот, давай я сюда положу. Сделаю. Так, сначала толщину где-то сантиметр, да? Передаем немножко форму. Ну вот это, вы когда вас приглашают, какие блюда еще вы делаете? Меня приглашают на торжества разные, на свадьбы, на юбилеи. Я сначала делаю торты. Какие торты особенно Нижние просят? торты, медовые торты у нас просят, и заводные. Там Я скибачки очень делаем, сложно. да, и пирожные делаем, и торты. Так, а потом салаты делаем, мясо фаршируем, рыбу фаршируем, курицу фаршируем. Вот это очень сложно, хорошее. Спрос большой, его как Да. давай. Ну вот, теперь вот так делаем. Да. Теперь, наверное, туда что, помидоры? Давайте. Ну вы пока вот это готовите, да, вы чем хотите его солить? Солить?
Завис. Заливку сделаем так. Сделаем майонез. Ага. Ну вот это так. Мгм. Тогда я вот эту я нарежу. Вы пока заливайте. Лук я вам даю. Вот это пока туда положим. Лук обжариваем на сливочном масле. Режем кубкой. Как вы это фаршируете, вот вы сказали мясо? Мясо пожираем. Так сказать, мясо возьмем, отбиваем, поперчим, посолим. И можно внутри перебью тоже сделать то же самое. И разными овощами, например, морковь, сыра, майонезом тоже. И хорошо это делаете? Ничего. Народ любит. Я обычно рыбу по-царски делаю. Это берем хорошую рыбу, сир, например, или омут. Вы лук солите, да? Да. Да. Я впервые вижу, что вот солили. Надо плохо тоже варить. Да, и грибы туда тоже кушаем. У вас сколько детей? У меня двое детей. Взрослые. Старшая учится в 10 классе, все знают, в 11 классе. А сын учится в 8 классе наконец. И вот они дома готовят? Оба готовят. Сначала дочку приучила, она посты делает, сейчас салаты все сама делает. Очень хорошо. Сейчас как-то мальчик учится уже. Бисквиты сам делает. О, хорошо. И без их помощи я бы никак не В общем, у матери хорошие помощники. Ну, мне кажется, потому что у меня нет. Ну, пока пассируете, вы, наверное, помидоры будете кушать. Вот мы перед тем, как это блюдо показать, вы мне рассказывали, поэтому я даже вперед вас лезу, что за что мы делаем. Значит, помидоры мы кладем. Значит, вот перед нашим перед шарасом. Вот мы маленько, вот фарш уже посоленный, поперченный, и вот так мы полностью кладем помидоры. Вот это интересно, блюдо очень. Помидор такой, как наши готовы. Вот рынок пришел, все-таки у нас выйдет. Да? Сейчас его можно купить. У нас вроде бы на подходе, да? Ну, уже тут запах уже идет. Идет аромат. Аромат. Наш уже подходит. Ну, тут маленько еще. Чтобы у нас готовите вы, да, это вроде бы ваше хобби получается. Да. А еще чем вы занимаетесь в доме, кроме шербатовки? Кроме готовки, например, научусь вязать что-нибудь. Значит, вязание. Вязание. Интересно. Ну,
тумит, а то вот это хорошо, это когда вот так трещит. Значит, хорошо посыпать, да. Вы дома также всегда сливочное масло готовите? Да. Ну, я так и всегда предлагаю. Лучше наше сливочное масло, наверное, другого жира нет. Правда? Якутского. И масло у нас тоже свое. Так. Вот, сейчас. Давай сюда. Давай. А остальное, наверное, вот, просто вот. Так, сюда Ага. вот сыр возьмем, да? Ага. Сыр у нас такой попался, колбасный попался, поэтому на это не пойдет. И руками там красиво. Вот так сделаем. Руками красиво. Так. Вот, ложка. Когда вот это колбасный сыр, конечно, тёрки не пойдет, а вот именно крошит оно легче. Тётки не Ну сколько грамм? Грамм, наверное, 75 где-то. 5 взяли. Чтобы помидоры не видать. Вот интересно, цветные, наверное. В духовке я включил. Так и называется пирог. Ну, мясной пирог. Мясной пирог. Ну, правильно, пирога похоже. Нравится давай. Да, готово. Анна, вы знаете, кроме вязания, еще мне сказали, вы очень общественница и очень вы активно участвуете в художественной самодеятельности.
Ну, у нас хозяин, когда мы готовим, когда время есть, наверное, что-то делает. Поэтому я хочу вас просить перед нашими телезрителями что-то исполнить, пока у нас пирог готовится. Пока пирог готовится. Ну, я люблю выступать, на хомуте играть. Вот как раз принесли вот хомус. Хомус принесла, я в хомуте играю с детства. Меня брат научил, старший брат. Он сам все делал. Хомус? Хомус делает. Очень талантливые, кажется. Ага. Даже двое братьев у меня делали хомус. И приучили меня с детства к хомусу. Ну, Каждый давайте. раз. Ну, исполняйте. Анна Прокофьевна, очень прекрасно вы играете на хомусе. И вот сейчас, наверное, у нас уже готово. Придется, уже запах идет. О, вот. Ага. Интересно, что постольные куски. Ну, Анна Прокофьевна, еще раз мы объясним, как мы это приготовили. В общем, берем 700 грамм фарша. Пусть фарш будет и говяжий, и комбинированный свинина с говядиной, или просто фарш черепахи. Пропускаем через мясорубку с луком, соль, перчим, немного добавляем воды, делаем однородную холодную массу, берем противень, туда мы маленько добавляем растительное масло и воды. Потом мы делаем где-то это 10, около сантиметра толщиной, вот, раскладываем этот фарш. Потом на нем мы накладываем сверху помидоры. Сверху помидоры мы укладываем еще пассерованные лук и грибы. Затем мы берем майонез и все пассерованные овощи, этот лук, грибы перемешиваем, и мы накрошили сыр колбасный, чтобы еще аромат был сильнее.
Все это перемешали и полностью замуровали, чтобы у нас ничего не видно. Мы помидоры укладываем и потом солили и запекаем в духовом шкафу. Ну, по традиции, приятного аппетита! Ну вот, мы в гостях в Юргинском Русе, и студия «Кулинарный мир» благодарит коллектив Нюрбинского филиала НЮРБА НБК «Саха». Большое вам спасибо.